Не просто кареты скорой помощи, а целая система оказания неотложки на колесах. Машина на базе «Газеля Next» класса «Б». Просто чудо отечественного автопрома. Здесь созданы самые лучшие условия, чтобы медики качественно, а главное оперативно могли оказать необходимую пациенту помощь. Полностью укомплектована машина, в общем, все машины. Это транспортные шины, акушерский набор, электрокардиограф, 3-канальный, 12-канальный. Это бактерицидный облучатель, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, дозатор, опять транспортный аппарат такой для, это знаете, как это вот в течение 15-20 минут, чтобы когда ты транспортируешь человека с какого-то труднодоступного места, вот тут есть аппарат для подачи кислорода, реанимационная укладка врачебная, общепрофильная, контейнер для подогрева растворов. Термоодеяло, современные носилки, спинальный щит, также кондиционирование воздуха, оптимальная температура для пациента, освещение и отопление. Получить такие современные машины удалось благодаря помощи федерального центра. Согласно распоряжению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, автопарк здравоохранения и образования пополнился единицами техники. Полпред России в СКФУ Александр Мотовников отметил, что эти машины только начало технического оснащения региона. Кареты скорой помощи новые, я уверен, будут обеспечивать быструю доставку и качественную первую медицинскую помощь. Это самое главное в золотом часе, который у нас существует. Ну и задача стоит в ближайшее время парк автомобилей скорой помощи поменять полностью на новый. 50% у нас техники в данный момент в Ингушетии, да и в других республиках то же самое, уже требуют замены. Поэтому потихонечку, я думаю, что в следующем году мы этот вопрос будем закрывать. Благодаря и президенту страны, и правительству в целом страны мы получаем такую технику. Самое главное для всех главврачей, для всех директоров школ, министров, руководителей, конечно, качественно обслуживание техники. Чтобы эта техника максимально была для нужд как детей, школьников, так и для наших пациентов. Всего медикам вручили 18 автомобилей, из них 2 полноприводных. 8 из них отправляются в республиканскую станцию скорой медицинской помощи, по 4 в Сужскую и Малгобекскую станции. Пополняются гаражи Жарахской и Карабулакской больниц. Каждая получает по одной карете. Мы обновили парк карет скорой помощи, нам позволяет лучше оказывать помощь нашему населению при создаваемых экстремальных ситуациях в состоянии здоровья наших жителей, наших пациентов. Хотелось бы сказать слова благодарности федеральному центру и руководству республики за то, что уделяется такое пристальное внимание именно вопросам здравоохранения, обеспечения новыми учреждениями, обеспечения новым оборудованием и вот такими каретами скорой помощи для оказания помощи нашему населению. Здравоохранение и образование – 2 самых приоритетных направления развития региона. Здоровое и образованное поколение – будущее страны. Сегодня наряду с медиками и транспортом порадовали и учащихся региона. Им вручили новые автобусы. Одни школы получили микроавтобусы марки Ford, другие – вот такие отечественные автобусы. Удобные, красивые, а главное – новые. Теперь вопрос с школьным транспортом в регионе точно будет закрыт. 23 автобуса ПАС и 5 микроавтобусов марки Ford получат школы, где стояла острая необходимость в транспорте. Эта программа согласно постановлению правительства Российской Федерации по линии Минпромторга России мы получили 28 автобусов. В прошлом году мы, например, получили 25, и в этом году, в 2019 году, мы ожидаем получить еще 24 автобуса. Мы автобусы передаем из школ, где необходим подвоз детей, и не только подвоз детей, чтобы директора школ могли своих учащихся вывозить на различные соревнования, конкурсы, олимпиады, где-то ездить и по республике, и за пределами республики. Тем временем директора и учителя уже осваивают новый транспорт. Фатима Инаркиева – директор 13-й школы Гамурзиева. 2-я школа-гигант открылась в прошлом году. Новый автобус очень порадовал и педагогов, и учащихся. Мы очень рады, родители очень рады, потому что у нас должен быть подвоз детей. Издалека есть дети, которые у нас ходят в нашу школу. Кнопки, видите, возле каждого кресла кнопки. Теплый автобус, самое главное, что он будет очень теплый. Везде есть вот эти обогреватели. Мне нравится. Условия хорошие, красивые, чистый, аккуратный автобус. Новый автобус получил и лицей города Магаз. Хотя школа открыта давно, до сих пор в ней не было собственного транспорта. Теперь, как отмечает директор, детей можно будет вывозить на различные соревнования и отдых. Мы нанимали маршрутку или просили родителей, или ходили пешком, если это в Магазе проходили эти мероприятия. Сейчас автобус новый, конечно, это для нас огромная помощь. Мы очень рады этому. С
появлением нового транспорта и медиками, и общеобразовательным учреждением будет легче выполнять свои обязанности. Лина Сычуева, Джемалил Тамасханов, Новости 24.